Ни один из вас не войдет в рай. Пророк Аллаха в достоверном хадисе разговаривал со сподвижниками, разговаривал с величайшими из этой уммы, что когда-либо ходили по этой земле, разговаривал с вашими отцами, разговаривал со своей уммой, которые с радостью отдавали свои жизни ради довольства Аллаха. Люди, которые совершали самые большие пожертвования, глубоко внутри они считали себя самыми ничтожными людьми. А сегодня вы не сделали ничего, и вы думаете, что уже там. Они сделали все, но они думали, что они уже оказались там. Пророк Аллаха, разговаривая с ними, сказал: «Ни один из вас...» С кем он разговаривал? Он сказал: «Ни один из вас не войдет в рай через свои поступки. Ни один!» Люди ходят вокруг так, как будто они уже стали людьми рая. Маша Аллах. Люди говорят: «Да я же молюсь, о шейх». 100%, братья, эти люди уже в райских садах. Пророк Аллаха сказал своим сподвижникам: «Ни один из вас не войдет в рай через свои поступки. Ни один!» И они спросили: «О посланник Аллаха, и даже ты?» Он сказал: «Да, и даже я». Саллаллаху алейхи вассалям. Величайший муджахид, коим был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший учитель, коим был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший отец, коим был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший муж, коим был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайшая милость для человечества, коим был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший абид, который поклонялся только Аллаху, свят он и велик, был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший посланник, что когда-либо ходил по этой земле, был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайший пророк, что когда-либо получал откровение, был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Величайшее творение, что Аллах когда-либо создавал, был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. И он сказал: «И даже я». За исключением, если только Аллах не смилуется надо мной. Даже я. Люди ходят вокруг, думая, что они мужчины. Посланник Аллаха рассказал нам о человеке, который поклонялся Аллаху 500 лет. 500 лет он поклонялся Аллаху. А затем он предстал перед Аллахом. Аллах свят он и велик, немного погодя сказал ангелам: «Возьмите и ведите его в рай через мою милость». Человек сказал: «Нет, нет, нет. О Аллах, не надо милости, я стесняюсь. Я не нуждаюсь в помощи. Я услышал, что ты сказал, что ведешь меня через свою милость. О Аллах, я не хочу заходить туда через твою милость. Я хочу войти через свои поступки, о Аллах. О Аллах, я поклонялся тебе 500 лет. 500 лет, о Аллах, я поклонялся тебе. Я не хочу туда заходить через твою милость. Я расплатился сполна. Я работал усердно. Каждый день я поклонялся тебе, о Аллах. Не для того, чтобы, стоя здесь, ты ввел меня через свою милость. Я хочу войти через свои поступки». Аллах сказал: «Ты хочешь войти через свои поступки? Хорошо, нет проблем». Аллах свят он и велик приказал ангелам. Он сказал: «Принесите весы». Он сказал: «Положите 500 лет поклонения этого человека на одну чашу весов. И положите, только положите, просто положите милость, что я даровал ему, милосердие, что я даровал ему, чтобы была возможность увидеть это лишь глазами, вот так, ничего больше, ничего большего. Просто положите милость, что я дал ему, чтобы у него была возможность увидеть это своими глазами. Положите это на другую чашу весов, просто чтобы это можно было увидеть. Перевесило все его 500 лет поклонения». Тогда Аллах сказал ангелам: «Возьмите и бросьте его в адский огонь». Тогда и только тогда он сказал: «О Аллах, прошу тебя, прошу, я пренебрег твоим милосердием. Я пренебрег твоим милосердием, о Аллах». Аллах не нуждается ни в одном из нас, братья мои. Милосердие видно.
Сегодня мы позабыли. Сегодня мы позабыли. Сегодня вы и я думаем, что? Чтобы видеть, нам нужна пара глаз. Вы ошибаетесь. Потому что есть миллионы живущих по всей земле, не имеющие глаз, но я не могу увидеть. Это Аллах, который позволяет мне видеть. Сегодня вы думаете, чтобы слышать, мне нужна пара ушей. Вы ошибаетесь. Потому что есть миллионы живущих по всей земле, не имеющие ушей. Они стреляют себе в голову. Но я не могу услышать. Это Аллах, который позволяет тебе слышать. Сегодня вы думаете, чтобы ходить, мне нужна пара ног. Вы ошибаетесь. Есть миллионы по всему миру, не имеющие ног, но я не могу ходить. Это Аллах. Аллах единственный, который позволяет тебе ходить. Аллах, а не вы. Аллах, а не вы. Аллах не нуждается в вас, братья мои. Аллах не нуждается во мне, Аллах не нуждается в нас. И мы должны это понять, потому что это вероубеждение. Вы должны знать это, что когда вы поклоняетесь, вы должны быть всегда смиренными. Когда вы поклоняетесь Ему, у вас не должно быть гордыни. Когда вы поклоняетесь Ему, у вас не должно быть высокомерия. Потому что в любой момент вы должны знать, я тот, кто я есть, только по Его милости. Только через Его милосердие я тот, кто я есть. Но не по причине ваших собственных действий. И знаете, через глубину, через познание, через уверенность, что Аллах царь, царей, не нуждается ни в ком. Он не нуждается ни в ком, братья мои. Клянусь Аллахом, все, что вы видите вокруг себя, все. Сегодня мусульмане до того боятся этого в своих сердцах. Страх. Страх кафирам, страх к Западу, страх к войнам, страх к законам, боязнь этого и боязнь того. Но знаете, что Аллах свят, Он и велик, Он не нуждается. Клянусь Аллахом, братья мои, я клянусь Аллахом. Вы должны прийти к соглашению, вы должны прийти к вере с уверенностью. Каждое человеческое существо, которое живет, которое жило, которое придет жить на эту землю. Клянусь Аллахом, каждое человеческое существо, каждый джин, каждое животное, что ходит по этой земле, каждая птица, которая летает в небе, каждая рыба, что плавает в океане Аллаха, свят Он и велик. Клянусь Аллахом, каждая земля, каждая страна, клянусь Аллахом, все их правительства, вся их вооруженная армия, вся их сила, вся их наука, все их деньги, все их изобретения, все это без исключения. Каждая страна, каждое дерево, каждая песчинка, каждая гора, каждая река, каждый океан, клянусь Аллахом, каждая звезда, каждое солнце, каждая луна, каждая планета, каждый ангел, миллиарды ангелов, все они, без единого исключения, Микаиль, Джибриль, Исрафил, все это, первые небеса, вторые небеса, третьи небеса, четвертые небеса, пятые небеса, шестые небеса, седьмые небеса, океан, что над ними, 8, что понесут трон Аллаха, арш Аллаха, все это умрет. Все это умрет. Никакого движения, никакой остановки, ничто не помешает, никакого тормоза. Никто ничего не передаст, никто ничего не возьмет. Ничто не взлетит, ничто не упадет, никакого ущерба и никакой пользы, кроме Аллаха. Знайте это. Знание веры должно быть в ваших сердцах. Больше ничего. Все это умрет. Все. Кроме Аллаха. Аллах не нуждается ни в чем, ни в ком. Ни в пророках, ни в ангелах, ни в джиннах, ни в людях. Мы нуждаемся в Нем. Он Аль-Хайюль Кайюм, постоянно живой. Так вы, возможно, скажете, братья, что такого особенного в том, что я живой? Будьте уверены, что ваша жизнь зависит от Его существования. Он первый, без начала, и Он последний, без конца. Он Аллах. Он Аллах.
Аль-Малик. Он царь. Он царь. Он единственный, кто останется в день суда, когда все придет к концу. Когда Аллах Свят Он и Велик уничтожит все это, каждое живое творение. Когда Аллах Свят Он и Велик уничтожит все это, умертвит каждого человека, каждое животное, каждого джинна, каждого ангела, пока не достигнет точки, когда не останется абсолютно ничего из существовавшего, кроме Аллаха. И Аллах призовет: где те цари? Где те цари, которые думали, что они цари? Не забудьте подписаться на канал. Подписавшись на канал, вы не только приобретаете знания, но и являетесь распространителями ислама.